Так, дорогие друзья, давайте посмотрим, что мешает развитию отношений. Для тех, у кого отношения застыли, стоят, не развиваются. Для тех, у кого, может быть, кризис какой-то наступил, да? Давайте посмотрим, какая девушка идет на расклад. Девушка, постоянно находящаяся в развитии, такая очень традиционная, за семейные ценности. Постоянно она в динамике может находиться, то есть расти. Девушка такая с самоценностью, знает себе цену. Так, красивая, красивая, ухоженная. Мужчина какой. Тоже с семейными ценностями, знаете. Но он сейчас находится в каких-то трансформациях внутренних. Каких-то недовольствах по отношению к себе. Из-за материалки, из-за денег. Предположительно воздушного знака зодиака, девочки, но не обязательно. Может такой прям не сильно проявленный эмоционально быть у нас такой мужчина. Да? Так. Что мешает развитию отношений, либо выходу из кризиса? Что мешает? Королева мечей. Что за королева мечей? Потому что, смотрите, королева мечей, это можете быть вы непосредственно, да, если вы девушка, вы задали вопрос, что вы в мечевых позициях, вы где-то, может быть, не уступаете, держите какую-то свою дистанцию. То есть не принимаете обратно, допустим, мужчину. Может быть, какая-нибудь мама, которая влезает в эти отношения, может быть, даже и любовница, да? Что это за королева мечей? Ну, обычно не любовница, конечно, но, знаете, всякое бывает. Что это за женщина? Что это? Кто это? Смотрите, это у нас идет... Это не любовница. Это не любовница. Здесь идет человек близкий. Это либо вы, либо какая-то родственница. Ну, влияние родных людей каких-то, может быть, это родственница или это человечек, который спрашивает. Знаете, я все-таки склоняюсь к тому, что это вы, если у вас прям серьезные и длительные отношения. То есть... Если вы жили вместе, если вы муж и жена, то это вы у меня сейчас в мечевых позициях. А почему вы в мечевых позициях? Почему вы не принимаете, да, его или его прощение, извинения? А здесь, вы знаете, тут мужчина мог уходить. Мог эти отношения отпускать, пренебрегать ими. То есть не вкладывался нужным образом в них. Из-за своих каких-то внутренних барьеров, страхов не давал этим отношениям нужных эмоций. Девчонки, тут мужчина просто нестабильно себя проявлял, вам надоело. Либо он вообще вышел, бросил, ушел. И вы сейчас говорите, а я тебе не доверяю, я тебе не верю, сделай что-то, да, прежде чем я тебя приму обратно. Я тебя могу принять, я тебя еще люблю, но ты мне сделал больно.